На этой неделе стали известны имена первых лауреатов новой литературной премии Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при президенте Республики Татарстан. Стоит отметить, что подобных литературных конкурсов, где писатели смогут попробовать свои силы в большой литературе, в республике достаточно много. Но этот отличало разнообразие жанров. Впервые были заявлены 10 номинаций от самого полномасштабного жанра романа до детских стихов. Обширная география участников и, самое главное, это непредвзятость судейства. До последнего дня оглашения результатов члены жюри, а это известные писатели, поэты, критики и литераторы, не знали, чье имя скрывается за литературной маской. Это было, наверное, главное условие конкурса. В заявке не указывались ни возраст, ни стаж, ни место проживания, а только псевдоним автора. И многим эта неделя принесла массу сюрпризов. О чем сегодня пишут наши поэты, есть ли кризис в татарской литературе и кто поддерживает молодые таланты. Об этом в репортаже Эльзиры Юзаевой. Шолохов, Маршак, Михалков, Твардовский, Чингиз Айтматов, Муса Джалиль, Мустай Карим. Когда-то татарские писатели занимали достойное место в списке лауреатов Ленинской премии, главной литературной награды советской эпохи. Это было еще в те времена, когда по центральному каналу транслировали татарский спектакль Туфана Миннулина «Старик из деревни Альдермыш», а госансамбль «Песни и танцы татари» покорял подмостки Москвы. Представители татарской творческой интеллигенции были в числе самых дорогих гостей всесоюзных съездов литераторов, где к национальной литературе относились с гордостью и без предубеждений. Мәдәният комиссиясының составын текшерсең, онда сыңар гына башка милләттән бер генә кеше дә юк. Онда үзебезнең урыс, яһуд, әрмән һәм бетте. Онда безнең татар, шуаш, марый, якут фәләннәр юк һәм ул әдәбиятларны искә алышы да юк. Элек безнең шушы Туфан Миннуллинда, Ояз Гыйләҗевтә, Горький исемендәге Россия премияларын алдылар. Бүген алар турында уйлаучы да юк. Он до сих пор привык рубить с плеча, его словно как кинжал пронзает пелену воспоминаний. Вахид Имамов на литературный небосклон зашел в начале 90-х годов. Его исторические романы «Саид Батыр», «Огненная степь», «Соленая рана» выходили многотысячными тиражами и разбирались еще теплыми, пока с обложки не спал запах типографской краски. Много воды утекло с тех пор, а с ней и величие слова народа. Татарская литература, по мнению Вахида Имамова, сегодня находится в глубоком затяжном кризисе, когда низы не могут, а верхи писать не велят. Татар әдәбияты үз ишенә бикләнгән банкадагы кебек безне хәзер башкорт телендә дә укучы кеше юк. 1000 дәнә белән китап чыгару, ул бездән көлү, әдәбияттан көлү, милләттән көлү. Бүген Россия хөкүмәтендә әдәбиятка акча дигән әйбер гомумән юк, бер тиндәй юк. Эти издания у нас одни из востребованных. Здесь и романы, здесь и какие-то жизненные ситуации описываются. Никто не сомневается, издательское дело в России за последние десятилетия сделало огромный рывок в своем развитии. Коммерческие издательства растут как грибы после дождя, чутко реагируя на спрос и вкус читателя в ожидании барыша от коммерческого успеха книги. На этом строится вся мировая букинистическая система, и есть ли в ней место национальной литературе на родном языке – большой вопрос. Если, конечно, ты не напишешь о судьбе забитой татарской женщины. Многим писателям остается только рассчитывать на субсидию от государства. Это как манна небесная на эти ограниченные средства, которые, к слову, не индексируются уже многие годы. Издательством, делящим соцпакет, нужно постараться переиздать классику, детскую литературу и пролистать рукописи современных авторов. Наша задача талант этот найти, потому что в портфель издательства поступает порядка 300 рукописей. Вот из этих 300 рукописей найти самые-самые, это вот как раз-таки наша задача. Начало 20 века критики называют золотым периодом татарской литературы, который был связан, несомненно, с такими великими именами, как Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Галимджан Ибрахимов, Гаяз Исхаки. Каждое новое десятилетие, каждое новое преодоление татарского народа, которое было связано с теми или иными историческими событиями, выливалось в новую, белую, чистую тетрадь Муса Джалиля, Сибгат Хакима, Мухаммада Махдиева, Фатиха Амирхана. Даже в сложные 90-е годы наши писатели, наши борцы за национальную идею продолжали творить.
Мусагид Хабибуллин, Урихан Фаттах, Туфан Минуллин, Роберт Минуллин, Вахид Имамов. Какой же будет полка литературы 21 века? По мнению критиков, все-таки это сегодня некое собрание сочинений. Мы сегодня опираемся на наследие ушедшей эпохи и пока не имеем своего собственного лица. Татарская литература сегодня находится в состоянии активного поиска, трансформации, постоянно меняя формы, свои художественные границы, эстетические ориентиры. Каков привет, таков и ответ. Современные писатели, по мнению литературных критиков, это отражение современного общества. Писатели, которые пишут на родном языке, меньше не стало. Кризис вообще – это непаханное поле для людей, находящихся в творческом поиске. Другое дело – продукт, какого качества они могут выдать. И уместен ли в этом случае вопрос о сытости художника? Это зависит от многих факторов. От условий для творчества, от признания и поощрения. Edebiyatını okuşuyor, buyurda şiirini okuşuyor, okuyan sözge beni edmekten şana başlayalım. Ama yazışı okuyan sözge şana. Впервые за 40-летнюю историю в Союз писателей Татарстана поступило такое количество работ, почти 1500 рукописей всех видов жанров, от романа до детских стихов. Конкурс, который был объявлен комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка, получил, по мнению даже самых маститых писателей, невероятный отклик. И дело не только и не столько в материальной заинтересованности. Конкурс многим, по сути, дал возможность заявить о себе в большом литературном мире. Ведь по условиям лучшее произведение получит шанс появиться на книжной полке. Hesabına edebiyatını kinetkine canlandırıcı bir buldu bu. Bütün janrlar bizim hayatta geldi. Yazıcılar hayatta geldi. Bu motivasiya büyük zor bulup çıktı. До самого последнего дня имена авторов держалось в тайне. Жюри работы оценивали, зная только их псевдоним. И когда были сброшены все маски, многие ахнули от удивления. Qondan qonga, jondan jonga ko'chib, kelashakka qaytir mung desam. Qorurmanda oppoq jillar ise, olar tovushimda biz isen. Ей всего 34. Такая глубокая, чувственная, но при этом сильная поэзия молодой поэтессы из Челнов Лилии Гибадуллиной сразила организаторов наповал. Она стала лауреатом сразу по 3 номинациям: детская проза, поэма и стихи. Bu birden Tatar yazıcısının obro'yin ko'taru. Ikkinchidan, ul yozuvchiga o'zin kerakli, qadrli etib tonu mumkinligi beru. Ham uchinchidan, u mana shuluq yoshlarga qalam chorlovchi yosh ijod ahillarina u bitali stимулда. Эти ею были написаны в ноябре 2017 года, в тяжелый год для национального образования, когда на ее глазах рушились ее идеалы. Она их смогла вновь собрать по крупинкам, чтобы создать свою картину мира, в которой всегда дадут народу слово. Эльзира Юзаева, Рабан Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.